1995 года страна отмечает Общероссийский день библиотек 27 мая. Как празднуют это событие в поселке Сангар Кобейского улуса? Смотрите в нашем следующем сюжете. Ныне библиотека, занимавшая при открытии маленькую комнатку, имеет свой книжный фонд около 14 тысяч экземпляров книг, брошюр и периодических изданий. У коллектива много планов и творческих идей, но главная задача остается прежней – приобщать юных читателей к духовным ценностям через самое великое достояние человечества – книгу. Историю Сангарской детской библиотеки делали и делают люди, отдавшие свои силы, знания и душу своему любимому делу. Да, я начинала работать в детской библиотеке, заканчивала отделение детской библиотеки, а потом уже пришла в читальный зал Центральной библиотеки. В детской библиотеке сейчас очень дружный коллектив. Молодой коллектив, творческий. На днях работники Кобяйской библиотеки имени Тимофея Сметанина провели для маленьких читателей «Библия. Сумерки» и для взрослых читателей «Библия. Ночь». В этот день все библиотекари удивили своих читателей не просто новыми книгами, они перевоплотились в персонажей из сказки и в героев известных произведений. Стоит отметить, что это мероприятие стало уже традиционным и проводится уже 3-й год. В этом году она посвящена году кино. С детских лет хожу в Сангарскую библиотеку. Данное мероприятие посещаю уже 3-й год. Очень нравится, потому что много всяких игр проводят, мероприятий. Читая, человек и развивается, и отдыхает, и узнает новое, и проводит свой досуг. Так что литература, я думаю, и книги в частности, будут всегда актуальны. Современные библиотекари отлично знают, что работа с читателями требует душевной щедрости и глубоких знаний. Миссия библиотекаря сегодня – это сохранение всех тех же человеческих мудростей, духовного богатства и проводников знания, то есть книг. Активный читатель библиотеки сегодня – это непременно образованный человек и всесторонне развитый. И поэтому все равно в век технического прогресса библиотеки остаются незаменимым источником знаний. Татьяна Владимирова, НВК «Саха», Сангар. Накануне в Амгинском районе прошел традиционный праздник выпускников. Последний звонок прозвучал для 208 учащихся. Из года в год в конце мая, когда учеба закончилась, а выпускные экзамены еще впереди, 11-классники прощаются со школьной порой. В торжественной обстановке амгинских выпускников поздравили члены администрации района, учителя и родители. Сегодня для 208 юных амгинцев прозвенит их последний звонок. И, конечно же, наступает ответственная пора единых государственных экзаменов. В этом году порядка 280 детей заканчивают 9 класс. И в этом году мы ждем в 1 класс порядка 320 первоклассников. Да? Так, и, конечно, у нас подготовительная работа по итоговой аттестации к единому экзамену проходит в плановом режиме.